Здравствуйте, друзья! Ролик сегодня хочу назвать «Отчаяние». Только думаю, ну когда же будет послабление? Хотя бы в хворях собак. Сначала расскажу о хорошем. Оно ведь у нас тоже иногда случается. Собака Дана, лабра с вылеченным отитом, наконец-то уехала в Германию. Какое же это счастье! Изнуряющий труд по лечению отита мы с передержкой прошли. Она выздоровела и вот уехала. Спасибо, кто помогал этой девочке, спасенной от усыпления хозяйкой. Вылечили, спасли, и она уехала. Ну а теперь снова о больном. Настрадавшаяся Луна, прошедшая все ужасы с января по июнь, должна была тоже уехать в конце июня в Германию. Очень я старалась залечить все, что можно. Радовалась, что обошлось без пересадки кожи и что отит начинающийся вылечили быстро. Оставалась небольшая проблема с локтем, которая появилась в мае. Меня убедили, что с повязками можно лечить и полгода и не вылечить. Нужна операция, вырезать, зашивать, но найти и купить то, что у нас, оказывается, не продают из-за санкций. Это налокотники. Да нет у нас их в продаже теперь. Все обзвонила. Операцию сделали. На реабилитацию 20 дней до отъезда в Германию. Я думала, вполне хватит. Приехали снова с Луной в клинику, потому что швы разошлись. Оказывается, какая тяжелая вещь. Ушивание локтя. Без заплатки, если. Вот она, видите, все разошлось. Ждем хирурга, а он на операции. Ой, боже мой, боже мой. А нет, на 8-й день швы разошлись. Картина пугающая. Срочно снова к хирургу, уже к другому, уже другим швом зашивают заново. Но сказали, что гарантии нет, потому что собака не может ходить, не сгибая колени, и просто лежать она тоже не может. И никакой квартирный уход не помогает. Над собакой дышат, стараются, перевязывают утром и вечером, все в чистоте, только вот на руках не носят эти 30 килограмм. После вторичной операции Луна идет еще вот пока под наркозом, плохо идет, хромает. Вторично перешивали локоть. Шов разошелся у нас. Классика жанра, сказал доктор. Это вообще трэш. Давай, пойдем, малыш, пойдем. Жалей ножку, да, жалей. Не наступай на нее. И в итоге у нас распарывается и вторичный шов после второй операции. Что делать? Зашивать бесполезно. Уехать в лучшую жизнь тоже не получается. Снимаем ее с рейса до лучших времен. Теперь лечение идет просто на перевязках. То одну мазь, то другую. Что лучше для заживления? И сильно обмотать бинтами нельзя. Нога преет, не дышит и опухает. И слабо нельзя, рана расползается. Вот что хочешь, то и делай. Передержка изгаляется, что-то придумывает, но без, говорит, надежды. Вот такая рана у нее. Вот швы эти все расползаются. Лапа горячая, здесь вот горячая. Ну, этот укол я и сделала. Получше, чем утром. И вот здесь вот жидкость у нее. Вот мне кажется, вот эта жидкость и распирала. Ну, наверное, будет заживать долго. Ну, эти швы разойдутся. Вот они уже разошлись здесь. Ну что, сейчас будем мы обрабатывать. Вот ирокосаветин у меня есть, но он заканчивается уже. Вот его надо заказать. Это мои личные запасы. Все, уже тюбик там, не знаю, на 1-2 раза. Да, тюма сладенькая. И рядом здесь же Пьер, на этой же передержке, тоже после операции, вы помните, тоже глаз да глаз за ним, чтобы не расчесал ухо, которое он умудряется чесать даже в колпаке. Передержка говорит: попала я с вашими собаками, ведь брала просто передержать, быстро до отправки, безо всяких проблем. Друзья, давайте соберем на передержку с медуходом. Это 20 000. В стационарах сейчас сутки стоит столько.
а мы за месяц должны заплатить эти 20. Помогите, пожалуйста. Все эти приемы у врачей, мази, бинты, брандолиндовые повязки с перуанским маслом, все стоит денег. И вторая операция встала в 20 тысяч. Пожалуйста, помогите. Это отчаяние. Это просто отчаяние. У меня нет слов. И еще, друзья, помните кобелька, привязанного у столба в Якутске, которого я забрала на свое кураторство в итоге? Вместе с ним прилетел и коротколапик, выпрашивающий еду у магазина, там же в Якутске. Их нельзя держать на передержках не кастрированными. Такими их даже не пристроишь. Друзья, сегодня их прооперировали. Помогите оплатить операции. Это 12 тысяч всего. Я очень вас прошу. Это тоже расходы. Помогите.